Вот здесь должна быть моя квартира, но ее нет до сих пор. По фэншуй 55-я квартира хорошая была. Законы фэншуя, однако, не сработали, и вместе с Рахат Эджи своей квартиры уже третий год ждут десятки обманутых дольщиков. Я продала свою прекрасную двушку в 5-м микрорайоне, тепленькую, отличную квартиру, и хотела вот здесь на магистрали расшириться. И я смотрела очень много компаний. Мы прям с мужем вот все спорили, и почему мы клюнули сюда. Он нам сделал скидку. И он сказал, последний, прям вот берите, вот чуть ли не сегодня после обеда уже не будет. Я побежала, $1000 забронировала, понимаете? Точно так же хозяин строительной компании лично убедил еще многих бишкекчан. Поверив бизнесмену, люди доверчиво несли свои деньги. У меня вообще дом на 10-м этаже, вообще даже в помине нет вот где. Оплатила 100%. Я просто вначале почитала там Искострой, там отзывы хорошие были, и вот повелась на это. А это уже другой дом, построенный той же строительной компанией. Его сдача в эксплуатацию тоже затягивается, причем настолько, что некоторые дольщики, устав от ожидания, въехали в квартиры. Здесь, на 10-м этаже, без лифта уже целый месяц живет молодая семья с ребенком. Воду носят в ведрах, электричество провели сами. В интервью хозяин квартиры отказывает, говорит, накануне приходили из стройфирмы, обещали все проблемы решить, поэтому рассказывать что-либо на камеру дольщики не хотят. Почему вы не хотите? Я боюсь, я не защищена мужчиной, у меня все, что было, он забрал на бартер. Я боюсь остаться вообще без ничего. Я уже и так всего боюсь. Найти самого застройщика удалось не сразу. Компания «Искострой», как оказалось, сменила название и переехала в другой офис. И гостей по новому адресу, кажется, тоже не ждали. Бывали случаи, когда нас выгоняли, но мы все равно упорством заходили. Но бывали случаи, когда он охраннику прямо приказывал выгнать нас. Тоже такие, я лично с дочкой пришла, он говорит, выкиньте их на улицу. Строительство до сих пор идет. Значит, ни одного дня не было остановки. По словам Сариева, строительство просто затягивается, и виноваты в этом сами дольщики. Кризис в том плане, что многие дольщики действительно не могут заплатить. В этом плане. Ну сколько дольщиков, вы нам скажите? Вот я не могу сказать, что много дольщиков. Я этими цифрами сейчас. Зато сами клиенты Сариева посчитали. В кассу строительной компании они отдали около $4,5 миллионов. Куда потратил столько денег бизнесмен, дольщики не знают, но многие выдвигают одну и ту же версию. Мы слышали, что он хотел стать депутатом и потратил на это наши деньги. Я думаю, он потратил их на личные расходы. Мы же видим в интернете, он отдыхает то в Дубае, то в Анталии. Оказалось, что Нарынбек Сариев действительно числится в списке кандидатов в Джугурку Кеңеш от партии «Республика Таджурт», выдвинута на прошлых выборах. Фотография с ее лидером Амурбеком Бабановым украшает страничку Сариева в Фейсбуке. Говорить об этом несостоявшийся депутат не хочет. Увидев камеру на строительной площадке, бизнесмен пускается на утек. А где строители? Вот строители ждут. Строители. Они зарплату ждут. Ждут, мы сейчас начинаем строительство. А строителям вы тоже не платите? Я все плачу. Сейчас мы за арматурой едем. Однако ни в этот день, ни на следующий обещанную арматуру Сариев так и не привез. Не расплатился до сих пор предприниматель и со строителями. Джибек Бегалиев, Азат Антумаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан.